переключаются, мы раньше права политических заключенных, но сейчас переключается комитет по реабилитации политических заключенных, которые были незаконно осуждены. И здесь вы задавали вопрос, какие методы для воздействия, будем говорить, какие методы, не методы, какие основания есть, чтобы привлечь Атамбаева к ответственности. Они на виду, на плаву, это узурпация власти. Все ветви власти он подмял под себя и различными методами управлял, и такие, как Березгей в свое время, Березгей, и такие беззаконные, путем беззакония, очень большой, до 30 человек, но из них, я хочу сказать, где-то 18 человек, это те люди, которые были видны. Среди них Садыр Джапаров, Тикибаев. И на сегодняшний, мы в ближайшее время сейчас проводим работу, чтобы Атамбаев был привлечен к ответственности за узурпацию власти. Когда будет он привлечен к узурпации власти, она постепенно, мы, я думаю, выйдем на те материальные ресурсы, которыми он завладел, путем групповой преступной группы, которую им были созданы. Я думаю, что эти факты новую власть, я думаю, что найдут. И мы обязательно должны сказать, что должны быть привлечены к уголовной ответственности Сейсбаев и Джанубаева. Об этом мы говорили громко. И они, когда во власти были, мы требовали это. И мы продолжим эту тему. Комитет политических заключенных переформатируется вот этот новый комитет. Мы будем продолжать эту работу. Урматтуу журналисттер, билесиздер, Эрис Карыбековдагы жанагы автомаш энергия аркылуу Атамбаевдин эки баласы Сейит Сейтектин жанагы коррупциялык иштерин ачык айткан үчүн камалды. Эмне үчүн дегенде Эрис Карыбеков доказать этип айтты. Теске таш көмүр түшүрүү боюнча электр энергиядан арзан баада 1 сом 20 тыйындан алып туруп 2 сом 16 тыйындан сатып атканын Эрис Карыбеков бүт барын тактап туруп айткан үчүн Эрис Карыбековдон мыйзамсыз камалып отурат.